Эйда подкаст. Учим татарский. Дуслар, всем привет! И сәлеметсіз, это Эйда подкаст. Меня зовут Айнур, и мин татарша үйренем. Барыгызга да сәлам. Мин Эльза һәм мин татарча өйрәтәм. Эльза, очередной подкаст. Очень интересно узнать, какая у нас сегодня тема. Сегодня у нас тоже тема из сферы фантазии. Мы сегодня хотели поговорить о татарских авиалиниях. Вау. У нас, значит, татары берут Оскар и возвращаются в Татарстан на своих авиалиниях. Давай вот так будет. Хорошо. Что у нас есть в татарских авиалиниях? Что у нас есть в татарских авиалиниях? Ну, прежде всего, это само слово авиалиния. Хава юллары. Хава юллары. Давай разберем. Хава — это небо или воздух? Воздух. И небо. Небо кук. Небо кук, хорошо. Хава — это воздух. Давай теперь по произношению. Можно первое х, это же вот легкое х. Можно мы вот в этом подкасте разберемся, чем оно отличается от простой х? Простое х, оно твердое. Х. Холок. Холок. Все зависит от того, как вы будете произносить сами. А вообще ее жестко нужно произносить. Холок, хот. А теперь хава скажи. Х. Такой выдох. Давай, можно еще раз смотреть? Выдыхаешь? Твердое х. Скажи твердое х. Х. Легкую. Х. Мягкую. Юмшакка. Да? Юмшак. Лякин, Хава. здесь нужно сказать то, что вот я же говорю х. Есть и помягче вариант, когда, например, мы используем ее в мягком слове, вроде хель. Хеллер. Хам. Х. Халь, например. Это вот традиционное х. Крестик такой, да? Дальше. Вот хава. А вот это в татарском же нету звука в чистого. Это вот этот w, да, ведь? О, Ауэл. Тауа. Тауак. Давай вот можно еще раз немножко фонетическую зарядку. Как еще раз сказать? Уа. Хауа. А еще в этом слове интересно, что буква А, она же тоже не произносится чисто, она огубляется, да, вот научно называя, она превращается такая в полу-О. В полу-О. Вообще в любом татарском слове в первом слоге слова, если у вас встречается звук А, она как раз-таки округляется. О. Да, и меня из-за этого русские дети в детстве, меня мама называла Ойнур. Они меня называли не Айнур, а называли Ойнур. То есть они слышали там больше О. И чем дальше от первого слога звук А, тем оно больше открывается. Например, хавалар. То есть в самом конце уже А, оно уже такое раскрытое, четкое, понятное. Вообще есть, если не ошибаюсь, есть разные, понятно, научные работы, и в том числе есть вот по поводу звука А, что в татарском языке, я слышала, существует 20 разных звуков А. Вариантов. Сейчас те, кто учит татарский, сейчас выключают наш подкаст и решают учить другой язык. Нет, конечно же, потому что это, не самое, наверное, главное при изучении языка. Вот. То есть, если я скажу твердую х, открытую а и в, хава, в принципе, все понятно. Да, хава. Конечно же, татарин не постесняется исправить. Хава. Хава. Да, хорошо. Давай дальше. Выдыхаем, да, хава. Юллары. Юллары, пути, дороги, да. Хава юллары. То есть, дословно, воздушные дороги. Воздушная дорога. Я понял, чем сравнить. Железные дороги. Тимир юллары. Хава юллары. Хава юллары. Отлично. То есть через воздух. Хазыр предлагаю подумать, как бы назывались наши татарские авиалинии. Мне почему-то... Классические. Я вот вспоминаю, какие есть названия в мире. Там часто есть крылья. Можно вот канатлар как-то, наверное. Канатлар. Татарстан хава юллары десек те булай. Как Туркия турецкие авиалинии. Алар да әйтәләр Түрк хава юллары. Emirates. Emirates. Мәсәлән, мен кайдадыр ишеткәнем бар, где-то я слышала про үрдәк хава юллары. Это, конечно же, была шутка, но было такое предложение. Үрдәк — это утка. Утка. То есть кто-то представляет самолет в виде утки. Тогда можно любую птицу. Коз. Коз. Кстати, вот что таук ярам, потому что таук начар еще. Это мы так назовем наши автобусные авиалинии. Таук. Нет, таук немножко, вот у татар с таук немножко другая ассоциация. Такая
Глупые животные считаются. Ну как в русском курица, типа, да? Да. Ну, Мгм. татарча, оно чуть помягче, конечно же, и не так часто используется. Вот. А что касается вот коз, да, возможно, потому что коз очень хорошо летает, это гусь, особенно киек коз, особенно дикие гуси, поэтому существует даже выражение в татарском языке, такая метафора киек коз юлы. Вот киек коз юлы прекрасное название, Давай но еще оно... раз. Киек, Киек — это дикий. дикий. А могу сказать про человека? Он какой? Улнидидр киек, какой-то он дикий, типа псих Здесь какой-то. используется больше для животных в современном Животных. татарском языке, потому что есть еще слово кыргый. Кыргый вот дикий. Ага, давай еще раз. Киек, Киек коз коз, юлы. юла. Мгм. Ну, типа, Путь дороги, путь дикой утки. э, Ой, дикого гуся. дикого гуся. А на самом деле вот в татарском языке так называют Млечный путь. То есть у Вау. татар такая фантазия, такая То ассоциация. есть не сют юла. Юг. Если, например, англичане говорят Milky Way, на русском это Млечный путь, то у татар это вот Киек коз юла. То есть такая ассоциация. То есть смотришь на небо и представляешь себе путь дикого гуся. Они, наверное... Это как будто какой-то такой фильм, да? Такой вестерн. Подожди, а почему такая ассоциация, что они, татары, смотрели в небо, видели, как гуси летят, Мгм. и, видимо, И ночью они вот представляли вот это явление как... Ну, такая ассоциация метафора инды. интересно. Вот это очень интересно. Да, Киек коз юла. Можете запомнить. Но я еще раз хочу сказать, что я сейчас подумал, Мгм. что, скорее всего, по птицам татары выберут... у нас самые популярные птицы, судя по песням, это сондугаш. Поэтому я, скорее всего, был бы Ну, какой-нибудь сандугаш сондугаш. это больше про песни. Это вот из другой немножко сферы. А что касается вот Корлыгаш. полетов, корлыгаш. Тоже нет. Корлыгаш это, кстати, классно, да. Там получается 2 кайрык. Иностранцы говорили бы Карлыгач Лайнс. Да, кстати, прикольное название. Или Мгм. кора корлыгаш. Мгм. Это Всё. больше так эпичнее звучит. Окей. Кора корлыгаш. Но сейчас вернемся к Подожди, нашей давай основной еще теме. раз. Мы тут что-то проговорили птиц. Сондугаш это соловей же, Сандугач это соловей, а да. Корлыгач это ласточка. 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 Эйе. Я, Ласточка если тоже- что, выучил название птиц в татарском чисто по песням. Ребята, кто вот хочет, деревья, птицы, это все вот в татарских песнях. Ягоды. Ягоды. Вот. Получается такое биоразнообразие через татарские песни. Ай-яй. Ну, давай сейчас вернемся к основной нашей теме, к лексике. Вот на татарском авиакомпания. Знаешь, как будет? Авиакомпания, авиафирма, бельмим. Ага, авиаширкет. Авиаширкет. Да, ширкет это мы называем так или фирмы, или компании. Вот, авиаширкет. Смотри, еще раз, компания не в плане рекламной компании, а компания в плане фирмы, да? Эйе, Ширкет. эйе. Ширкет. 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 Эйе, Мягкое такое, как Эйе. шикер почти, как сахар. эйе, эйе. А почему авиаширкет? Почему не хава-ширкет тогда? Хава ширкеты. Интересно. Нужно... Можно так? Да, можно хава ширкеты. Хорошо, хава-ширкет. Оставляем так. Так, дальше у нас, конечно же, самолет. Ошкыш. Ушкыш, эйе. Ошкыш. Почти как ошкыш. Ошкыш это ключ, Эйе, а ошкыш это самолет. эйе. Потому что ошкыш открывает оща, а ушкыш летает оща. Оща. Мгм. Вот смотри, это же опять-таки очень сложно для тех, кто учит татарский, потому что если у нас округляется в начале, Мгм. будет оща, а оща тоже вот почти очень похоже звучит. Оща, оща. Но мы же слышим разницу оща, оща. Нет? Ну, вот у меня самое проблемное было в начале, когда, знаешь, какие слова были? Ушаган, похож, Мгм. и Ошаган. ошаган. Я это все время говорил, вот все татары вообще не понимали, что я имею в виду. Я вот еле-еле научился это округлять. Эйе. Ну, Ошаган. научился. Ошаган. Ошаган, ошаган. Эйе. Мгм. Дальше, например, аэропорт это будет уже Ну. Хауа-порты. хауа порта почти, хауа аланы. Оланы. Мгм. Олан, что значит? Алан есть несколько значений этого слова. Это какое-то место. Опушка леса мы тоже называем Олан, Урман, Олана. Ну, какое-то пространство получается открытое. Слушай, а вот в Саляте все называют там лагеря эти Оланлар, да? Они на самом деле не лагеря называют, а вот как раз-таки отдельные места, так скажем.
типа бильяр оланы, так говорят. Эйе. Какие-то тоже какое-то отдельное пространство. Мгм. Вот, Алан. Я тоже слышала. Прикольно. Хава олана. В общем, запомнили, первый у нас есть авиалиния Хава Юллара. У нас есть авиакомпания Хава Ширкетте. Эйе. И есть Хава Алана. Олана. Хава Олана. Все. Это аэропорт. Аэропорт. Мгм. А сейчас уже перейдем к фразам, да, отдельным. Например, вы приехали в аэропорт, Хауа Аланна килдигез, и тут вам сообщают, что ваш вылет задерживается. Вылет будет ощёш. Ну, вообще любой полет это ощёш. Ощешь. Мгм. Ощешь. Ощёш. Кстати, вот ощёш это полет, а ощёш будет открытие. А открытие полета? Ощёш, ощелыша. Что? Почему? Подожди, еще раз. Почему не ощешь, ощешь? А потому что ощешь в смысле открытие чего-то нового. А ощелыш это открытие какого-то нового здания, например, или нового предприятия. Хорошо. А как будет ключ к самолету? Ощкащ. Ощкащка? Ощкыш, ощкыще. Ага. А есть у самолета вообще ключ? Ну, я так, чтобы вот это звучало вместе рядом. Мгм. Ощкащ, ощкаща. Классно. Ощкыш, можно сказать тоже. Ощкыще. Значит, вылет задерживается. Ощешь тоткарлана. Ощешь, тот карлана. Эки Тут тоткарланды. ощешь, тот карланда. Тот карлана это вот будто бы в настоящем времени, да? А Эйе. тот карланды это прошлое, да ведь? Эйе. Давай тот. Тот это держи. Эйе. Дальше вот что там добавляется? Тот кар. Что значит? Тоткарланырга задерживаться. Тоткарларга задерживать. Тот карларга. Мгм. То есть, если я скажу урамда, митингда, кишлерны, тот кардылар, Эйе, тоткарладылар. тот карлардылар. Почти. Давай еще раз. Тот блин, давай ты. Тоткарладылар. Тот карладылар. Да, если в настоящем, то тоткарлылар. Тот карлылар. Да. Главное делать вот какие-то медленные паузы, потому что каждый слог, оно все равно имеет какое-то значение тоже, поэтому если вы будете говорить медленно, это нормально, татар-тілінде, то есть не надо торопиться. Хотя татары сами очень быстро говорят. Окей, давай еще раз, смотри. Рейс задерживается. Рейс. Ощешь. Ощешь. Тот карланды. Эйе. Ага. Я сейчас подумал, что слово рейс звучит как новая должность президента Татарстана. Поэтому біздің рейс тот карланды. Эйе. Ну, надеюсь, такого не будет. Его никто не задержит. Да. Вовремя летит, например, да? Уақытында еще. Уақытында оща. То есть уақыт это время. Опять-таки вот это в это звучит как у, в. Как Эйе. уақытында. И вот это же к там тоже, да, такая Эйе. угулярная. Эйе. Уақыт. Уақыт. Уақытында оща летит в свое время, будто бы так, да? Эйе. Вовремя. Уақытында оща. Багаж. Мы берем с собой багаж. Есть два варианта. Можно говорить также багаж, но есть еще татарский вариант юк. Юк. Это груз. Юк. Югімні югалттылар. Потеряли мой багаж. Эйе. Кул югі ручная кладь. Кул югі. Красиво, да, звучит? Да, а еще вот вопрос у меня. Смотри, мы же говорим юг, Эйе. а когда мы его, получается, что это, склоняем, он в г, да, превращается? Эйе. Юг, югі. Югім. Это как юрек, юрегім. Эйе. То есть там тоже есть определенные правила, просто сейчас на слух это сложно сейчас воспринять, поэтому не буду говорить. Хорошо. Вот. Хан Нашунды можно, например, услышать от капитана борта, так скажем, такое сообщение по поводу кул югі. Кул югін багаж шүрлігіне яки қоршығыздағы кенафи астына орнаштыруыңызны сұраймыз. Ну, я смысл понял, что просим ваш багаж либо в багажный отсек
Либо под сиденье, да, переднее? Да. Да. Можем быстренько разобрать еще раз. Мгм. Кул йеген, Ручной багаж. әйе, ручную кладь или багаж шүрлігіне. А Багаж почему не шүрлігі. йөкшүрлігі тогда? Мы можем сказать йөкшүрлігі? Ну, я это Чтобы говорю, понятнее было, Инда. чтобы 2 раза не повторялось Ай-яй-яй. йек-йегне, например, да? Ну, теоретически можно сказать. Конечно, теоретически можно. Теоретически можно, и это звучит, по мне, это звучит вообще прекрасно. Йек? Йек шурлеге. Давай, Это- а шурлик можем слово? Да, Шурлик? шурлег это вот багажный отсек или полка багажная. Вообще слово шурлик переводится как полка. Шурлик. Можешь мне прикрутить шурлик, да, типа полку дома? Эйе. Но вот книжную полку еще называют киште. Ё-моё, вы чё? Ну, Татары, вы чё, киште? 2 слова для полок есть у вас? Да, потому что Скажут люди, кто нас потому что слушает. когда я говорю киште, оно предполагает как будто бы полки для книг. Киште. А вот все остальное шурлик звучит лучше. Ладно, шурлик это легко запомнить, будто бы шуряле. У него есть полки. Шурлик. Такой, или шурик такой. Ну, Шуреле по имени Шурик. Шурик. У него Ага, есть шурлик. Шурлик. Мгм. Мгм. Багаж шурлига это получается багажная полка. Багажная полка. Дословно. Или яки коршығыздағы кенафи остына. Кенафи, Коршыдагы это напротив. Коршы әйе, это напротив. да, напротив. Вообще можно, да, сказать коршыдағы, но я написала коршығыздағы, потому что как будто ваш напротив вас. Мгм. Коршыгыздагы. Әйе, кенафи остына. Кенафи это, видимо, сиденье. Кресло. Кресло. Кенафи. Вот это слово кенафи мы еще упоминали при разговоре с таксистами, Да, если детское помните. кенафи. Әйе, балала- Тоже легко бала запомнить, кенафи. там конфеты, похоже слово. Әйе. Кенафи остына получается под кресло. Урнаштырырға это Это мы проходили, когда устраиваемся на работу. Мгм. Ишка урнашырга это устроиться на работу, значит просто устраивать, типа, ну, разместить. разместить, разместить. Или можно просто сказать положить куюғызны. Уерга это положить, класть. Әйе. Вообще можно, мне кажется, сократить это предложение и просто сказать куйғыз. А не просто там просим, это же все усложняет, такой длинный, да? Куйғыз. Положите. Куегізні куегіз. Бір жерге, вот куда угодно. Егігізні куйғыз, да? Yok, Егігізні куегіз. кул багажын багаж шүрлігіне яки қаршыдағы кенафи астына куйғыз. Просто. Да, наверное, на этом все пока. Больше, подробнее можно узнать на сайте нашего проекта Эйда Онлайн. Там много материалов, аудио, видео, уроки татарского языка. А также подписывайтесь на наши соцсети в Телеграм, в Инстаграм, ВКонтакте и везде, где можете нас найти. Пишите Айда онлайн в поиске и обязательно найдете нашу страницу, подписывайтесь и изучайте татарский язык вместе с нами. А с вами были ведущие Айда подкаста Эльза, Һәм Айнур, Уңышлар, сау болыңыз. рәхмәт, сау булыгыз. Айда подкаст. Учим татарский.